Наши герои из разных городов и стран, разных профессий и культур, но всех объединяет одно – любовь к казахскому языку. Этот язык стал не просто частью жизни, но и частью их сердца. Казахский язык – это душа страны и связь поколений. Наши герои – живой пример того, что знание казахского языка раскрывает новые горизонты и помогает прочувствовать культуру. Эти истории помогают не бояться говорить, не бояться ошибаться. Ведь каждый шаг, каждое слово делают нас ближе друг к другу. Это живой пример? Давайте говорить казахша с любовью. Армысыздар, это подкаст «Живой пример». Меня зовут Ирина Тен, и здесь мы рассказываем личные истории, делимся опытом о том, как быстро и эффективно выучить казахский язык. Сегодня у меня в гостях Александра Степанова, гордость Казахстана, паралимпийская чемпионка, которая завоевала множество медалей для нашей страны. Приветствую вас! Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Көңіл-күй керемет. Как у вас? Сіздерде қалай көңіл-күйіңіз? Встречный. Тамаша, рахмет. Вот у нас всегда так, когда мы начинаем интервью, у нас небольшой конфьюз, да? Хочется переключиться на казахский язык. Хотя наши зрители, те, кто только изучает казахский или хотят выучить, поэтому мы говорим на русском языке, чтобы было всем понятно. И теперь давайте расскажем о вашем пути. Как случилась эта химия, невероятная связь между вами и казахским языком? Ну, если вкратце рассказать, то по течению обстоятельств, то, что у меня заболевание врожденное, я все детство то в реабилитации, то по лечениям, по больницам. Ну, все мое детство там прошло. Хотя там были и русские, и казахи, но мне чуть ближе были больше казахи. Постоянно общение. Ну, это в детстве просто вот так играешь и так далее. Ну, как-то с детства мне это близок был язык казахский. У меня даже есть чуть-чуть или акцент в русском, потому что многие говорят, вы там балтийка или еще. Я говорю, нет, я чисто русская. Или в шутку говорят, не, я казашка, потом они смеются. Реально, что ли? Да. Ну вот как-то так с детства у меня. Не было вот, чтобы вот я хочу учить этот язык или там просто окружение по стечению обстоятельств. То, что мне ближе были чем-то казахи, у меня друзья были, подруги, в основном были казахи. Ну, было корейцы, русские, но их мало было, конечно, в большинстве больше казахов. Как вы думаете, как знание языка казахского повлияло в дальнейшем на вашу жизнь? На выбор, который вы делаете, на то, как вы выбираете друзей, любимые занятия? Ну, если вот так брать, я не знаю, мне в целом ихняя культура нравится, язык, песни нравятся, казахские. Ну, и если даже брать где-то там в каких-то учреждениях, ну, я часто мне говорят, о, вы круто разговариваете. Ну, это тоже приятно. Там в такси они мне на русском, а я раз на казахском просто иногда само по себе выходит. Они даже сами в шоке. Иногда такие странные случаи бывают. Им как-то становится или неудобно, что ли, потому что они сами казахи, и мы не знаем, типа. Ну, везде, кажется, цвет зеленый мне. Если я еще разговариваю, еще они говорят, светлое еще на казахском. Супер, вау. До сих пор. Раньше больше, конечно, говорили комплиментов. Сейчас уже люди постепенно тоже учатся языку, уже как бы чуть-чуть более-менее относятся. А вот, может, лет 10 там назад, если взять, там реально прям очень много замечали, говорили. Вы круто разговариваете, учились, что ли, где-то? Да. Нет, просто. Ну, это очень классно. Это невероятная поддержка, вдохновляет на то, чтобы учить язык глубже, погружаться и дальше помогать другим. Сейчас, например, нас смотрят те, кто только начинает учить, учит, идет на пути к своей большой цели. Какие ваши личные рекомендации? Какими советами вы можете поделиться?
И я думаю, просто разговаривать и не стесняться, если даже, пускай там будет акцент какой-то, стараться просто разговаривать больше, ну, или в практике как-то. Просто делать и не бояться. Если есть желание, то, естественно, там курсы можно брать какие-то, если у кого-то прям есть. Может, музыка нравится кому-то, там разные же. А так говорить просто и не бояться. Если даже ошибки будут какие-то, ну, мы в Казахстане живем, в принципе, думая, то, что смеяться и не будут, в принципе, поддержат, это лучше даже будет, как бы поприветствуется, чем просто и не знать и ничего не делать. Стараться надо, учиться. И любить надо этот язык. Если ты любишь язык, культуру, то тебе очень будет легко. А А если что вы любите? Что у вас самое любимое? в культуре, В культуре, в языке? ну, мне песни нравятся казахские, особенно вот сейчас вот эти новые енле, как там, вот там вообще они, все чарты, можно сказать, там все нации могут слушать этот язык, он просто слушается приятно. Вроде бы и слова они и не знают, но сама музыка как-то, Воспринимается уже да, в самое сердце, да? да. А какие фильмы вы порекомендуете посмотреть? Ну, лучше, мне кажется, вот эти старые фильмы, потому что там они эмоциональные, добрые. Вот Коксерек взять даже. Какие еще есть? Кызжыбек или Козу Көрпеш Баян Сулу можно посмотреть. Станция Махаббат, допустим. Ну, очень много, если старые фильмы смотреть, там, кажется, больше именно там такой добрый язык казахский, вот он, восприимчивый. Какая у вас любимая фраза или выражение на казахском языке? Uzun сөздің қысқасы. О, Это, наверное, и көп сөз, но там грубовато будет слышаться. то есть вы Потому что человек я сама действия. много, я көп сөйлемеймін. Я мало разговариваю и также от людей. Ну, лучше пускай делом покажешь, чем просто там много болтать из-за этого. Вот с 2015 года вы очень серьезно занимаетесь спортом профессионально, часто выезжаете на соревнования, часто бываете за рубежом. А как иностранцы реагируют на казахский язык? Какие слова интересные? Что часто спрашивают? Салем спрашивают, любовь, что такое, махаббат, здесь, красиво там, что еще. Ну, вот такие фразы күнделікті. В быту, которые обычно их спрашивают, а так сложно говорят, очень сложный язык говорят там. Потому что в казахском языке очень богатый фонетический набор, и даже произносить бывает, особенно иностранцам, сложно. Но если выучить казахский, то можно Любые языки. воспроизводить, да, любые Да. звуки на любых языках. Я тоже такое. Это большое преимущество, я бы сказала. Как вы думаете, вот если иностранец приезжает в Казахстан, какие 5 фраз ему необходимо знать для того, чтобы чувствовать себя хорошо здесь? Салем, рахмет, сау бол, үй үшін аман ба, там, ну, Үй типа, үшін аман ба, да, да, үй спросить, үшін аман да. ба, там, всю семью, потому что у нас это обязательно связь. И керемет, тамаша можно, вот что-то такое сказать из восторга примерно. Всегда что-то приятное, Да, что-то позитивное и что-то с заботой. Да. Да, это, мне кажется, в ДНК каждого казахстанца. Да. Забота друг о друге и позитив. Как вы думаете, почему важно знать казахский язык? Есть такая хорошая фраза, если сам, ну, вдруг я русская, но я как бы в мысал келтірем. Вот, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметсе, но это самая база, мне кажется. Если ты свой язык родной не знаешь, то дальше, мне кажется, там даже уже, ну, тьма, мне кажется. Потому что все от своего языка начинается. Если ты свой знаешь, ты знаешь культуру, быт, там все-все.
будешь знать. И, ну вот, как-то так. Вот это Больше база. чувствуешь и понимаешь Да. мир, в котором ты живешь. Да? Это тебе везде повседневно нужная как бы, вещь в целом. Как-то так. Больше я не знаю. Ну, вы рассказывали, что лет 10 назад, да, очень сильно люди удивлялись тому, что вы говорите Да. по-казахски. А есть какие-нибудь забавные истории, которые особенно остались в памяти, и прям каждый раз вы вспоминаете, и это вызывает улыбку? Ну, может быть, было один раз как-то в такси, двое разговаривают на казахском там, может, матерятся, что-то такое. А я Может, просто... вы не понимаете? Нет, да. Я просто зашла, и я не «здравствуйте» сказала, по-моему, и все, села как-то так. Это было в Шымкенте. И они что-то там матерятся, там, и жақсы онда, сау болыңыз. Я вышла, и они двое вот такие в шоке. Что-то говорят. Да, им стало неудобно просто. Они матерились, еще что-то там говорили. И такое часто у меня бывает. Я иногда просто молчу, а там говорят, ну, люди думают, русская внешность, там вряд ли понимают. Иногда что-то личное даже бывает. Рассказывают, да, вы все поняли. Ой. Да. Ну, по роду деятельности вы бываете в разных регионах страны, и вы чувствуете разницу в диалектах, в произношении, Есть. в манере говорить в Есть. разных регионах? Есть. В Шымкенте, допустим, И просто вы она... сразу подстраиваетесь? Да. Я этот сразу знаю, какой диалект. Западный диалект, я Например, знаю, давайте. южный диалект. Попробуем поговорить по-южному. Ну, южный там, у них больше мягкий, если брать Шымкент там. Она вот такие длительные прибавляет там. Интонация. Да, у них этот Певучая. прям, да, больше певучие. Ну, Запад они больше грубо, мне кажется, чуть-чуть как-то. Жестче. Да, жестче там, да. Например, Дынкельдит, как будто, если как-то О. сказать, вот как-то так. Грубовато, вроде они так общаются спокойно, но это слышится для нас очень грубовато. ну, непривычно, да, да. как минимум. А как на Востоке? Мне кажется, там чище разговаривают. Там меньше добавляют русских вот этих каких-то, что на там вот в юге часто прибавляют. Мне на так. севере какой казахский? Здесь у них как-то больше вот такие добавляют. Сәлеметсіз там, ну вот такие больше растягивающие, и вот именно ударение на ихнее где есть салем, допустим, они сәлем говорят, больше чуть акцент ставят на вот эти буквы. Вроде вот так, Павлодар, вот если северные регионы брать, они так В Костанае тоже, по-моему, чуть-чуть такое есть, прям акцент делают на вот эти буквы. Ну, вы прям эксперт. Ну, мне так кажется, вот, потому что я, да, вот весь Казахстан, Кызылорда, ну, они наши, южные, там, Ухсайды. Тарас тоже чуть-чуть келет. В Шымкенте чуть-чуть прям отличие идет от Тараса и от Шымкента. Там у них свой язык какой-то казахский, ну, больше узбекский, там чуть-чуть мягче идет. Потому что некоторые слова мы их не говорим, там, огурец, яр, там, бадрен говорят почему-то, ну, вот такое есть тоже. Да, Вот таких много слов. У нас даже дома с супругом иногда бывает. Я говорю купшик, он говорит жастык. Я говорю сульга, он говорит орамал. Орамал, да. А бывали случаи, когда, ну, один и тот же предмет, но вы не понимаете? как Нет, его я правильно- понимаю. Да. Я почему-то так сложилось, и может это, что я в детстве там с разных регионов была, и я там понимала, и там, и там, и там. Поэтому мне иногда говорят курпище, тусек, ну, в принципе, что сразу быстро схватываю, ну, понимаю с полуслов. Если какие-то новые только слова, может быть, которых я сейчас не знаю, так в основном. Но сейчас все в движении, все меняется. Много новых слов в принципе добавляется в нашу жизнь. Некоторые слова, которые раньше не имели перевода, сейчас переводятся и наоборот. Вот вы успеваете за эти тенденции? Ну, 50-50, может быть, потому что это где-то слышишь, там, в песне иногда, может,
слово услышать какое-то новое, потом думаешь, что за слово там, делаешь перевод. А, оказывается, вот это там. Вот зонт, новый язык, только, да, вышел там? Колшатор, да. Но это я чуть позже узнал. Типищек, там, ступенька, вот это. Ну и вот такие слова, как бы. Да. Несколько версий. Постепенно, ну, А как казахский язык в спорте, в спортивной терминологии ну там нету. Именно если теннис брать, наш вид спорта, там в основном на английском терминология идет. Поэтому мы просто можем қарапайым сөзбен жоғары доп, астыңғы доп, кесіп, просто чисто казахским таким қарапайым бытовым языком. В основном глаголы, да? Да. А именно термины, они Нету. международные, они не переводятся. Их нет почему-то на казахском. Даже и на русском нет, по-моему. Ну, там есть хоть чуть-чуть более-менее нижняя, верхняя, а тут просто говорим жоғары, асты и все. Как понимаем. Как вы думаете, что может сделать каждый из нас, чтобы помочь тем, кто изучает казахский? Поддерживать и Не судить строго. не судить, да, не осуждать. Потому что у нас страна большая, много регионов, где-то очень плохо разговаривают. Просто не смеяться и не осуждать, да, где-то просто поддержать или вот у нас, ну, иногда есть такое просто там, казахсың ба, почему ты сөйлемейсің и так далее. Вот такое делать и не надо, просто поддерживать, с пониманием относиться надо. Каждый, любой адам, он как-то пытается, старается вот сейчас в нынешнее время учить казахский язык. Может быть, когда-то он не обязателен был. Сейчас все, думаю, как-то стараются просто не смеяться, поддерживать и больше разговаривать. Что вы пожелаете нашим зрителям? Ну, я всем пожелаю в первую очередь крепкого здоровья, чтобы у кого есть желание учить этот язык казахский, красивый, прекрасный язык. Если кто-то раньше хотел или думает, пускай смело не боятся, просто берут и начинают хоть с чего-то там, и неважно, может, слово даже какое-то выучишь, там, ну, книгу, даже мультики можно смотреть, потому что сейчас у нас очень много идет, вот именно по казахскому, то, что и перевод, и передачи много стали. Просто делать и не бояться. Главное желание, и все, остальное все получится. Большое спасибо, Александра. Вы большой пример, дорогие друзья. Вот еще один живой пример того, как нужно любить жизнь и любить язык. И все двери откроются. Желаем всем удачи. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну и встретимся в следующем выпуске нашего подкаста.